Сегодня 27 мая 2016 года. Сергей Викторович будет ловить рой. Исправлять свое раздолбайство. Так. С собой ящик с рамками. На 4 рамки. Комментируйте, пожалуйста. Вот сейчас я обработаю его водичкой, чтобы он успокоился. Потому что пчела сейчас, она очень возбуждена после вылета. Чтобы ее успокоить, чтобы она упала ко мне. Прямо в ящик, да? Первая порция пошла. Самое главное, чтобы сюда упала матка. Она где находится? Матка, ах ты гад. Матка находится, как правило, в центре роя. И если она упадет, значит рой останется в ящике. А все оставшиеся пчелы потом слетят сюда. По запаху матки, да? А как определяется, упала матка или не упала? Ну, если матка не упала, значит пчелы опять поднимаются там, где осталась матка. А сейчас по прогнозу она где, матка? Ну, я так понимаю, что она должна быть в ящике. В ящике уже, да? Почему? Потому что пчела медленно собирается в ящик. Какие могут быть нюансы? Если матка выходит не одна, а это так бывает, их несколько молодых маток могут выйти одновременно, значит, может быть, одна матка упала, а одна осталась на дереве, значит, все остальные пчелы будут сидеть возле матки. Они равноправные, либо какая-то из них детерминирует? Как бы в природе они выбирают самую продуктивную. Если в семье остается несколько маток, как правило, пчелы регулируют это самое, оставят самую продуктивную, а остальных они убьют, либо они выгонят их. Очень интересное замечание. Процесс облета. Так, Сергей Викторович открыл улей. Так, смотри, это мы можем получить здесь лобешник. Так, и что, здесь не будем смотреть? Нет, так не буду смотреть. Почему? Откроем. Да, он слишком Агрессивные? А? Агрессивные? Ну да. Сейчас мы откроем другой, там где... Так, надо смотреть с ног. Начинать. Вот смотри. Видишь, вот она. Это еще пустые.
А вот там, где побелка пошла, прям конкретная, здесь это вот уже медом они занесли рамки. Все? Да. Все. Так, еще сейчас, если хочешь. Пожалуйста. Вот это такая продуктивная очень семья, спокойная, нероевливая. С нее я хочу взять материал для вывода маток. Для этого я сейчас заложил сюда специальную камеру. Специальную камеру, в которую я поставил рамку. А в рамку я посадил матку. На рамку. Она должна мне насеять яйца нужного мне возраста. Нужного возраста, чтобы я потом сделал семью-воспитательницу. Спасибо. Она стоит здесь 2 дня, потом я ее забираю, ставлю просто рамочку в этот, чтобы молодая пчела нанесла туда маточное молочко. И потом я буду забирать и делать... закладывать семью-воспитательницу. Сейчас отсюда пирамидку приму. Ветка сломалась и упала. С маткой или без матки? Да хрен его знает. Надо... Так, снимаем уже 3-й рой. Сергей Викторович, да? Да, Сергей Викторович сегодня снимает уже 3-й рой. Радоваться этому или не радоваться, я еще пока не решил. Но снимаю рои с удовольствием. Потому что рой — это новая семья. Эх ты, блядь! Герой там? Должен быть там, да? Ну, посмотрим, да. Должен быть тут. Неудобно, видишь, одному. Остатки, да? Колобок продолжает сидеть, да? Ну да, там, похоже, еще одна матка есть. И там, возможно, 2-я матка.
Видишь, глубоко. Так, это у нас что? Пенополиуретановый улей. В нем живут? Его можно заказать в любой комплектации. Абсолютно. Здесь все сделано из пенополиуретана. Его преимущество перед деревянными: он не гниет, в нем не используются ни холстики, ни утеплители разного рода. В нем не заводится никакая гадость, болезни. То есть Посмотреть внутрь можно? Или в нем живут? живут. В нем живут. То есть ничего не надо? Ничего Ни не надо. холстиков, ни утеплителей. Нет. И вот они так сюда летают. Здесь. Он получается многоярусный, да, можно делать? Да, это многокорпусной. Правильно нужно назвать, называется многокорпусной. Его можно укомплектовать на любую рамку. На рут, на дадан. Сюда можно заказать рамки под сота. Как правильно называется? Ну, не важно.